Думай. Действуй. Побеждай. Думай, действуй, побеждай. 1xBet. Спонсор спортивных эмоций. Возвращение Жако Жумагулова в иностранную лигу. Извинения Хамзата Чимаева за недавний скандал. И у сборной Казахстана по боксу новый капитан. Узнаем сегодня обо всем этом и не только, а также подведем итоги недели. Всем привет, с вами Алена, и это Найзадай Ньюс. Боец UFC Хамзат Чимаев принес свои извинения фанатам за недавний скандал с криптовалютой. Рассказываем, что было. Как-то Чимаев прорекламировал собственный токен Smash. Может, кто из вас даже помнит. Но оказалось, что токен был частью мошеннической схемы, а всему виной, оказывается, менеджер бойца. После этой ситуации пути бойца с бывшим сотрудником разошлись. Чимаев даже сердечно извинился. «Больше с ним я не работаю. Я сам себе менеджер», заявил Чимаев в интервью YouTube-каналу Адама Зубайраева. В сборной Казахстана по боксу сменился капитан. В последнее время много новостей оттуда, не заметили? Кстати, ранее эту задачу выполнял Асланбек Шамбергенов. Главный тренер сборной Казахстана по боксу Кайрат Заджанов рассказал, как был избран новый капитан сборной. Как оказалось, буквально вчера прошло совещание с представителями команд. Члены национальной сборной приняли участие буквально во всем. По окончании сбора члены команды избрали нового капитана. И угадайте, кто им стал? И это Айбек Оралбай, победитель юношеской олимпиады и чемпион Азии по боксу. После этого он взял слово и пообещал достойно защищать честь страны на предстоящих соревнованиях. Кстати, напомним, Айбек выступал на Олимпиаде в Париже и дошел до четвертьфинала в весе до 92 килограммов. Что думаете? Делитесь мыслями. Жалгаз Жумагулов собирается захватить чешскую лигу. 36-летний экс-боец UFC подписал контракт с лигой «Октагон». Об этом промоушен объявил на своей странице в Instagram, подписав публикацию «Новая опасность». Сам же боец в видеообращении говорит следующее. «Привет, Октагон, это Жалгаз Жумагулов, и я иду за захватом». Кстати, 2 последних своих поединка Жалгаз провел в казахстанской лиге Найза и в обоих одержал победу. Ну, вангуйте, товарищи, как Жако себя там проявит? Или все-таки ему пора на пенсию? Операция UFC и другие приключения Алджимейн Стерлинга. Боец неудачно потренил. Да так неудачно, что получил травму, и что самое печальное, его бой с Мовсаром Евлоевым на UFC 307 отменен. Но, как говорится, надежда умирает последней, и Стерлинг надеется, что бой с Евлоевым все же состоится до конца года. Надеемся и мы, и ждем, естественно, крутых эмоций, который, к слову, нам дарит 1xBet. Бой Жанибека Алимханула и новозеландца Андрея Михайловича все-таки состоится. Ну, по крайней мере, вышел официальный анонс, что бой пройдет 4 октября в Сиднее. На кону будут 2 титула нашего Жанибека – WBO и IBF в среднем весе. Но бой будет по линии IBF. Кстати, если вы помните, их бой должен был пройти еще летом, 14 июля в Лас-Вегасе. Но тогда Жанибек попал в больницу, и бой отменили. Надеемся, что вторая попытка будет успешной. Кстати, как думаете, кто победит? Пишите ваше мнение. Всем доброго времени суток, родные! Вещает Диса. Будьте внимательны, ведь вас ждут анонсы предстоящих турниров. Погнали! Сегодня, 20 сентября, в США пройдет турнир LFA 193. В главном событии вечера сразятся американка Чейн Бауэрс и экс-чемпионка Найза Вероника Борисова. Спортсменки подерутся за временный пояс в наилегчайшем весе. Турнир можно будет посмотреть на UFC Fight Pass. А 21 сентября в Ахтубе пройдет юбилейный 100-й турнир Алаш Прайд. В главном бою вечера Дамир Исмагулов схлестнется с бразильцем Аберданом Тенорио. Изначально соперник казаха был другой бразилец, это Адриано Мартинс, тот самый боец, который в свое время нокаутировал Ислама Махачева. Вот как сам Исмагулов отреагировал на смену соперника из-за травмы. Соперник, конечно, сменился, но настрой на бой все тот же. Увидимся в Ахтубе 21 сентября. Дамир Исмагулов обещает подарить эмоции для наших болельщиков, а спонсор наших спортивных эмоций – 1xBet. Ну а в соглавном событии вечера пройдет поединок за временный пояс в легком весе. Представляющий Казахстан Саламат Избулаев столкнется с россиянином Бахачали Бахачалиевым. Кстати, для Бахачали этот поединок станет дебютом в Алаш Прайд. Сам же Саламат, в свою очередь, провел 5 боев и во всех 5 боях одержал победу в первом раунде. Ну, напомним, что в данный момент пояс в легком весе принадлежит кыргызстанцу Рустамбеку Нуржанову.
Ну и не забываем о боксе. Также в эту субботу в Алматы пройдет вечер профессионального бокса Irfin Promotions. В главном событии вечера в ринг вернется экс-боксер Golden Boy, казахстанец Руслан Мадиев, который проведет бой за вакантный титул чемпиона Азии по версии WBA в полусреднем весе. Его соперником станет непобежденный российский атлет Тигран Сагаян. Коумейн-ивентом станет поединок непобежденного казахского воина Ельшата Нагметоллы. Алтайский атлет разделит ринг с чемпионом Африки из Танзании Мухсином Кизоттой. Бой в легчайшем весе рассчитан на 8 раундов по 3 минуты. Прямой эфир можно будет посмотреть на телеканале Казспорт. 21 сентября в Лондоне пройдет бой за звание чемпиона мира в тяжелом весе по версии IBF между действующим чемпионом Даниэлем Дюбуа и претендентом Энтони Джошуа. Ранее этот титул принадлежал Александру Усику, однако через месяц после победы над Тайсоном Фьюри украинца вынудили отказаться от титула. Ну и, конечно же, друзья, 22 сентября в Алматы во Дворце спорта имени Балуана Шолаха пройдет турнир Найза-67. В главном событии вечера состоится реванш между Жасуланом Акимжаном и французским бойцом Джейсоном Пане. Да, напомним, что первый их бой прошел на турнире Найза-55. Тогда Джейсон сенсационно одолел Акимжана раздельным решением судей. Но уже после боя стало известно, что у Акимжана были проблемы со здоровьем, и, к сожалению, он не смог показать себя и свои возможности на все 100%. Ну а в этот вечер он обещает показать зрелищный бой. Ну а в соглавном бою экс-чемпион минимального веса Хазбек Сагын проведет поединок в наилегчайшем весе. Его соперником станет боец из Бразилии Мурильо де Сильва, который идет на серии из 6 побед. Напомним вам, что этим летом Хазбек оставил свой пояс минимального веса вакантным. Причиной стали проблемы с весогонкой. Да, весогонка — это всегда нелегко, это труд, дисциплина и эмоции. А нам же дарит спортивные эмоции 1xBet. Ну а в случае победы Хазбека над бразильцем у него есть два варианта развития событий. Первое. Бахтат Жубаныш заявил, что готов провести реванш с Флэшем в промежуточном весе до 55 килограмм. Ну а также действующий чемпион наилегчайшего веса Диас Еренгаипов дал согласие на поединок с Хазбеком в декабре этого года. Спасибо, друзья, что остаетесь с нами. Мы будем давать вам много хорошего контента. Ну а дальше продолжит моя прекрасная коллега Алена. Спасибо, Диса, а я продолжу выпуск цифрой дня. Сертификат на 3-комнатную квартиру и 30 миллионов тенге получила чемпионка Паралимпийских игр в Париже Акмарал Наутбек. А Ергали Шамеев получил 2-комнатную квартиру и 25 миллионов тенге. Хотя игры уже и прошли, но мы еще долго будем сердечно благодарить наших ребят за успешное выступление. 65 миллионов долларов. Таков ориентировочный гонорар Альвареса за бой Канело Берланго. Кстати, доход с платных продаж на турнир составил почти 58,5 миллионов долларов. На этом у нас все. И в очередной раз призываем подписаться на наш канал, где куча интересного контента, который, так сказать, в режиме хатико ждет ваших лайков. Всем спасибо. Увидимся во вторник и пока!